Сколько стоит дом построить в Якутии в 2026 году? Сегодня мы говорим о деньгах, которые уходят в строительство частного дома. Якутия – регион особый. Вечная мерзлота, короткое лето, длинная логистика и цены, которые могут удивить любого, кто не живет в Якутии и не знает тех реалий, в которых мы с вами проживаем. А реалии таковы. Ключевая ставка все еще высока. Льготные программы меняются, а мечта о собственном доме с земельным участком не становится дешевле. Но, несмотря на это, с начала 2026 года в Якутии введено более 124 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, а это почти 63% от уровня аналогичного периода 2025 года. Возможно, это связано с тем, что вступили в силу новые условия для застройщиков, а именно для защиты граждан при строительстве частных домов в республике внедряется механизм эскроу-счетов. С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие использовать эскроу-счета при строительстве частного дома. Так, средства граждан, это первоначальный взнос, кредитные средства и семейный капитал, размещаются на специальных банковских счетах и становятся доступными застройщику только после полного выполнения обязательств по строительству. Сегодня у нас в гостях человек, который каждый день считает эти риски в рублях. Директор строительной компании «Шишкин дом» Иван Данилов. Он расскажет, какие кредитные инструменты реально работают в Якутии в этом году, на чем можно сэкономить без угрозы для жизни и как проверить стройку, даже если вы никогда не держали в руках уровень. Иван Петрович, здравствуйте. Добрый день. Начнем, наверное, с первого вопроса. Это главные цифры 2026 года. Вот до какого уровня выросла стоимость квадратного метра частного дома в Якутии в 2026 году и из чего сегодня складывается эта цена? А также меня интересует, какие статьи расходов съедают больше всего бюджета: фундамент в условиях вечной мерзлоты, логистика материалов или все-таки оплата труда рабочих? Ну, начнем так. Мы занимаемся строительством малоэтажных домов. То есть это частные дома, загородные дома, дачные и так далее. То есть это не многоквартирные, это не промышленное строение и так далее. Вот. Это только вот частные дома. Но они разные. Из бруса, каменные, каркасники, ну и прочие, да? Вот. Так, если тенденция идет к увеличению, конечно, статистику мы сделали 2021 года, вот, по 26 год, то есть до декабря 2025 года, до конца декабря. Идет именно увеличение, посчитали то, что мы на 30% идет увеличение по стоимости именно за квадратный метр. Ничего себе, это получается почти в половину. Да, 30%. Вот, здесь какие именно расходы вот, на строительство? В первую очередь это строительные материалы. Вот. Затем идет фонд оплаты труда работникам, затем идет логистика. Вот. Если брать, допустим, строительные материалы, вот, очень много строим здесь в Якутии, именно на территории города Якутска, именно из бруса дома. Вот здесь идет с 2021 года увеличение идет на 32%. Стоимость именно за кубический метр. Вот. Затем работникам оплачиваем раньше, в 2021 году мы за квадратный метр оплачивали, если 7 тысяч, сейчас мы оплачиваем 10, ровно 30%, на 30% увеличение идет. И логистика. Ну, логистика, это само собой, идет увеличение именно стоимость дистоплива, бензина и так далее. Вот. И, соответственно, тоже логист оплачивает каждым годом больше и больше денег, как в виде зарплаты именно своим работникам. Поэтому здесь идет увеличение где-то на 27%, или 28%, здесь плюс-минус идет. Вот, поэтому в целом идет 30% увеличения. Получается, вы вот сейчас рассказали основные такие моменты, которые именно влияют на стоимость. Это увеличение стоимости ГСМ, это увеличение фонда оплаты труда и рост стоимости на материалы. Вот вы сказали, строите больше всего из бруса. А неужели строить из других материалов как-то невыгодно? Я как пример показал. Вот это я рассказал именно в целом. То есть не только на пиломатериалы идут, цена растет, да,
Если, допустим, каркасник из каркасного, по каркасной технологии, если строить, допустим, идет увеличение стоимости на утеплители, вот, на фасадные материалы и так далее. Вот. Если дома строят, допустим, под ключ, это с инженеркой, с инженерной коммуникацией, это отопление, водоснабжение, водоотведение и так далее. Да? Здесь тоже идет увеличение. И в 2026 году, само собой, будет увеличение именно в связи с увеличением процента на НДС. То есть большие производители или кто реализует именно вот эти товары, строительные материалы, то есть продукты на инженерку, допустим, здесь идет НДС 22%. И, соответственно, будет уже увеличение. Получается, все равно стоит ожидать роста цен. Да, конечно. И вот с вашей точки зрения, как профессионала, как эксперта в своей области, да, в области строительства именно малоэтажных домов, частных домов, вот что вы посоветуете в условиях Крайнего Севера, в условиях нашей зимы? Какой можно дом строить? Какой нужно дом строить? Нужно. Но само собой энергоэффективный дом здесь в первую очередь занимает именно по энергоэффективности это каркасники. То есть здесь именно можно увеличить именно вот толщину утепления. То есть можно сделать 20 сантиметров, может 25, до 30 увеличить. Вот. Но в наших именно условиях максимум 25 сантиметров вот мы увеличиваем утеплитель. И добавляется, ну вот тенденция идет в последнее время именно строем с теплым полом. То есть утепление именно инженерной сети закладывается именно в фундаменте. То есть оттуда идет тепло. И дополнительно, конечно, радиаторы тоже включают. Вот. И каркасные дома, они являются очень такими энергоэффективными домами. Ну да, действительно, сейчас ведь идет тенденция на рост стоимости услуг ЖКХ, да, вот свет дорожает, там газ дорожает, все у нас дорожает. И получается, вы изначально в свои проекты, когда вы создаете проект, вы предусматриваете энергоэффективность этого дома. То есть человек получает дом, который будет ему экономить деньги. Ну да, но здесь, конечно, все зависит от целевой, скажем так, аудитории. Есть, допустим, возрастные, они хотят именно в экологичном доме жить. То есть они хотят именно брусчатый дом. Хотим из бруса и все. Вот. Если он даже дороже стоит, все равно из бруса. Они пока, в нашем регионе, скажем так, мало доверия. Доверяют именно вот каркасникам. Каркасному строительству. Да, каркасному строительству. Получается, все равно мы такие вот больше к традиционному виду жалеем. Но это зависит, опять же, вот именно от целевой аудитории. То есть есть более возрастные, допустим, у нас в рамках льготной ипотеки именно вот работники образования, работники здравоохранения, вот именно возрастные люди, они хотят именно в брусчатом доме жить. Вот как раз мы с вами подошли к очень интересному вопросу, это вот кредитование. Потому что не каждому человеку сейчас по карману построить частный дом за счет собственных средств. Вот расскажите, пожалуйста, какие кредитные продукты сейчас действуют? Вот вы уже затронули тему льготного кредитования для учителей и медиков. Вот. Но есть же еще, действует ли, например, та же дальневосточная ипотека или та же семейная ипотека? Расскажите об этом подробнее. Вот в настоящее время именно активно работает Сбербанк, именно с льготными ипотеками, в нашем регионе. Есть Дом РФ банк, но в нашем регионе нет пока Дома РФ, то есть филиала нет. Вот, есть представитель только. Вот поэтому мы работаем с Сбербанком, и есть несколько видов льготных ипотек. Это у нас дальневосточная ипотека, распространяется именно молодым семьям, вот, работникам здравоохранения, работникам образования, многодетным семьям и участникам СВО. Так, и плюс еще добавляется, у кого есть именно дальневосточный гектар. То есть так. Если есть дальневосточный гектар, именно можно построить в рамках льготной ипотеки, дальневосточной ипотеки, именно без ограничения возраста. Ничего себе, я об этом не знала. До 9 миллионов выдают на 20 лет. Вот. Затем есть семейная ипотека под 6%, тоже на 20 лет
выдают. Вот. Есть IT-ипотека. IT-ипотека только под 6% на 30 лет выдают именно на готовый дом. Вот. И есть у нас Россельхозбанк. Именно в сельских поселениях можно по 3% получить именно до 6 миллионов сельскую ипотеку. Ну, то есть вы используете программы разных банков, вы предлагаете, то есть у вас есть выбор, и у человека есть выбор, какой банк обратиться, какую программу ему выбрать, или под какую он подходит, да? Но вот все-таки в условиях Якутска, да, если мы говорим, в условиях Якутска и Якутии, вроде как в условиях Якутска все понятно, с логистикой у нас все более-менее хорошо, строительных компаний предостаточно, чтобы можно было там выбрать среди конкурентов, да? Есть поставщики пиломатериала. Ну а что делать жителям Якутии, которые живут не рядом с Якутском, где нету баз, на которых продается пиломатериал? Как им успевать? Вот у нас же очень короткий срок строительства. Вот расскажите об этом подробнее. Как человеку в деревне успеть построить дом? Что ему нужно для этого сделать? Ну, для этого есть домокомплекты, то есть уже готовые проекты есть. Могут, допустим, скажем, крайний север, да? Вот, Колымская группа районов там, именно крайний север. Они могут подготовить именно фундамент своими руками и уже заказать домокомплект. Домокомплект заказать и, или самим собрать, или заказать услуги. Бригада, да, чтобы выехала? И они могут за короткое время собрать домокомплект и уже ввести в эксплуатацию. А может ли в таком случае человек принимать участие в той же ипотеке? Ведь это же там... Да. Это все делается в Сбербанке, там очень опции, скажем так, очень удобные. Есть Дом-клик, у них приложение, и через Дом-клик это все делается. То есть оформляется ипотечный продукт сам, одобряется, приобретается земельный участок. Вот. И в Дом-клике, допустим, сидит сам заказчик, то есть сам клиент, менеджера Сбербанка, и плюс продавец участка и подрядчик. И все онлайн общаются. И все вопросы разрешаются. То есть даже не нужно специально выбирать время, покупать билеты на самолет, прилетать в Якутск, в Якутске все организовывать и потом обратно уезжать и все делать. Так не надо делать. Но, в принципе, в теории решается. А так на практике бывало то, что здесь оставляли именно доверенного человека. Вот. Можно так сказать. Да, записывает доверенность через нотариус, и родственник, третье лицо все решает за них. Сейчас мы поговорим о типичных ошибках застройщиков, потому что очень интересно. Расскажите о 3 самых дорогих ошибках, которые люди совершают, начиная строить дом самостоятельно. Что чаще всего приводит человека к срыву сроков, к заморозке стройки или к удорожанию. Бывает, что человек, например, начал строить, и потом через год он хочет продолжить, но у него все выросло, все в цене выросло в 2-3 раза или в 1,5 раза, или условно говоря. Расскажите об этом подробнее. В первую очередь это проект дома. То есть в проекте дома все указывается, в том числе именно ситуационный план, то есть место расположения дома в своем участке. Это все основывается на ГБЗУ. ГБЗУ — это градплан именно земельного участка. И на основе градплана подается именно уведомление о плане строительства. Вот это как раньше, разрешение было на строительство. Вроде как свой земельный участок в собственности, но нужно брать все равно у властей разрешение. Могу ли я здесь построить? А почему? В связи с чем это сложно? Есть красные линии, допустим, если проходит высокого давления линия газа, допустим, газоснабжения, есть высокого напряжения электроопоры, от лесного массива, по водному кодексу, по воздушному кодексу, по иным нормативным актам, есть такие нюансы. Поэтому нужно брать, это все бесплатно, опытные застройщики, они все это знают и могут подсказать своим клиентам. Нужно так подойти именно. Ну и в проекте, опять же, допустим, можно смету составить по проекту. То есть посчитать, сколько материалов расходуется, спецификацию, допустим, описывается окон, дверей, и так далее. Плюс дизайн. Это все там указывается. Это в первую очередь. Потом,
Ну, в вторую очередь это смета. Да? Если, допустим, контролируешь вот, своих застройщиков, можно по смете проконтролировать. Прямо сколько гвоздей купили, там сколько бревен взяли, да? Да, хотя бы так, допустим, сколько приобретено было. Запланировано было, допустим, сколько-то кубов пиломатериала и приобретено столько-то. Вот. И, допустим, если начать с фундамента, указывается в проекте и в смете, какой марки бетона приобретают, допустим, запланировано было, и по факту какой приобретен. Вот. И если в пиломатериале, то прописывается именно эти сорта пиломатериалов. С 1 по 3 сорт, 4 сорт и так далее. И можно по этим тоже проконтролировать. А с какого лучше строить? С 1 по 3? Ну, с 1 по 3, конечно. С 1 по 3, да? Но они самые дорогие. Но они дороже стоят, да. А насколько примерно дороже, чем 4 сорт? Если сейчас на сегодня стоит с 1 по 3 сорт, допустим, скажем, брус от 28 до 32 тысяч стоит, то 4 сорт будет стоить 25, где-то, от 22 до 25. Ну, а в какие риски, если человек, например, захочет сэкономить и купит лесоматериал, пиломатериал, точнее, ниже 4 сорта, да, и ниже сорта? Ну, он по конструктиву будет уступать и по эстетике, если это пиломатериал. Вот. Получается, он получит некрасивую картинку, да? И придется ему больше потратить времени на обработку? Ну, вооруженным глазом будет видно то, что брус или там доски, они именно вот ниже сорта. Вот. Понятно. Так. Ну, и третье, скажем так, вот мы сказали проект, смета. И третье, скажем так, в наших условиях именно строительство дома, если, допустим, решил поставить все-таки дом каменный, то нужно исследовать все равно грунты. Вот. Каменные дома в наших условиях, в условиях вечной мерзлоты, лучше строить именно на сваях. Но здесь можно и на плите поставить дом, но это все зависит от грунтов. Нужно исследовать грунты. То есть геологические изыскания обязательно провести. То есть здесь именно по факту заключения, вот именно получения заключения от изыскания, да, уже можно выбрать тип фундамента. Или же это будет лента, или же это будет плита, плитный фундамент, или даже будет сваи. И если сваи, то какие, сколько? Вот. Сечение свай, длина свай и количество. Но это все равно, чтобы вбить сваю, уже тоже нужно там все это понимать, да, и привлекать только специалистов самостоятельно, лучше это вообще не делать. Да, конечно. Вот вы сказали, что это можно получить бесплатно. А где вот человек может получить эту услугу? В госуслугах. В госуслугах? Да. У нас местные как бы есть Е-Якутия. Вот. Через Е-Якутия подаешь заявление, и в течение 7 рабочих дней получаешь ответ именно по поводу уведомления о начале строительства. А градостроительный план, он в течение 30 рабочих дней. Или 30 дней, в общем, получаешь. Ну, в течение месяца получаешь уже ответ. То есть, если коротко говорить, что человеку, прежде чем начать строительство, ему нужно сначала подать заявку, исследовать свой участок, посмотреть, не проходит ли там каких-либо красных линий, водопроводов, газопроводов, там, электропроводов, вот, получить разрешение на строительство и начать с проектно-сметной документации. Да. Вот. Если у них нет времени, допустим, у клиентов, да, они уже обращаются к нам, допустим, в Шишкин-Дом, и мы за них все это делаем. У нас принцип одного окошка, к нам обратились, и мы за них все делаем. Ну, а может быть ли быть так, вот, например, обратились к вам за услугой, но как-то не, например, отложили или, ну, получили проект, получается, отложили, и потом обратились к другой компании. Такое возможно вообще? Да, могут, или вы... могут. Бывает такое, да, обращаются. Вот, и мы о проекте поговорили. Проект под ключ вы тоже сказали, что вы заботитесь о том, чтобы человек изначально получил энергоэффективный дом. Вот. Мне кажется, что сейчас нужно напомнить нашим зрителям о том, что вообще любой человек, который строит частный дом, должен задумываться об энергоэффективности, то есть использовать качественные материалы, хорошую отделку, качественное оборудование для обогрева, да? И на что еще ему нужно обратить внимание, чтобы потом
не попасть, например, в какую-то неприятную ситуацию, где-то у него потекли трубы, либо прорвало что-то, либо углы у него промерзают. Вот на стадии строительства как человеку вести контроль за этим? Но Реально ли вообще это? если частное лицо, допустим, да, нанимает бригаду и на строительство своего дома частного, но если вообще не далек человек, допустим, от строительства частного дома, лучше, конечно, привлечь эксперта. Вот. Есть такие эксперты именно по строительству домов. Но услуги, наверное, скорее всего, варьируются по стоимости от 20 до 50 до 70 тысяч. За объект? Да. Угу. Но эти деньги, допустим, они того стоят. Ну, то есть конечно. эксперт за них все сделает. То есть там на уровне подготовки именно площадки строительства, потом фундамента, короба, кровли, и отделки. Угу. Вот. Он за них все сделает. Потому что недавно я увидела в социальных сетях такое сообщение. Вот женщина отправляет фотографию конька дома и говорит, тут строители оставили здесь какой-то непонятный элемент. Мне его нужно как-то утеплить или что-то с ним сделать. То есть, понимаете, вот до такого. Вот. Людям не объясняют строители, да, как дальше эксплуатировать жилище. Не объясняют, как дальше вообще, не дают никаких инструкций, никаких гарантий. Вот в этом же проблема, по сути. Да. Поэтому люди сталкиваются с этим и остаются наедине буквально с этой проблемой и не знают, куда обратиться. Могут ли они, допустим, к вам обратиться, как к эксперту, если у них возникнет какой-нибудь вопрос? Ну, если мы сами построили, допустим, дом, у нас есть 5 лет гарантия. Вот. А если, допустим, другие построили и нет обратной связи, да, от них, то, могут обратиться, конечно. Можем дать совет бесплатно. То есть, а если, допустим, емкая там какая-то работа, то уже я точно не знаю, какие вот именно есть компании, которые занимаются именно вот экспертизой там, и так далее. Но, скорее всего, можно найти. Чем пользуетесь сами, что вы знаете и так далее? Ну, на сегодня есть, вот, как я рассказал, есть несколько видов льготных ипотек. Вот. Эти ипотеки именно требуют, чтобы оформить ипотеку, нужно иметь именно денежные средства. То есть от общей стоимости ипотечных средств нужно иметь 20%, то есть денег. Если это 6 миллионов на семейную ипотеку, то есть составляет 20%, это 1 200 000 плюс-минус. Если 9 миллионов, дальневосточная ипотека, да, вот, нужно иметь при себе 2 400 000. Вот. В первую очередь нужно накопить деньги. Вот. Затем советуем, конечно, обратиться именно в строительную компанию. Вот. А как выбрать строительную компанию? В первую очередь это по отзывам. Вот сейчас уже жизнь диктует, сегодня, да, 21 век за окном, и уже они всегда смотрят, клиенты наши, именно наши страницы, наблюдают за нами там, и так далее, и уже приходят на консультацию. Вот. И определяют именно сервис. Кому, как встретили, как рассказали, вот, насколько прозрачно и так далее. Потом выезжают именно на экскурсии. То есть уже построенные дома или в ходе строительства есть здания, допустим, туда выезжают и уже все вопросы могут там прямо задать. Вот. Затем именно проект, нужно открыто рассказать свою потребность, сколько комнат спальных там, и так далее, сколько квадратов хотят и так далее. И уже зависит от стоимости, уже определяем именно общую квадратуру дома. Или это будет 100 квадратов, или это будет 80 квадратов. Вот. Затем составляется смета. Вот, именно составляется смета и согласовывается. Потом все это отправляется в банк. Именно юридическое сопровождение, именно банк все сопровождает. У них есть там кабинет юристов, андеррайтеров. Андеррайтеры это определяют именно стоимость земельных участков. Если вы приобретаете в рамках ипотечного продукта именно земельный участок, вот, они стоимость все определяют сами. Вот. Затем заключается договор, и с банком заключаете ипотечный договор. Вот. Затем уже работа начинается. Сейчас все строительства именно в рамках льготных ипотек происходит именно в рамках этих эскроу-счетов. То есть безопасный счет открывается, и все деньги переводятся на безопасный счет эскроу. Только после
строительства дома, после подписания акта выполненных работ между застройщиком и клиентом, и после принятия отчетов. То есть через Рососмотр все отчеты отправляются именно в Сбербанк. Вот, в банк отправляется, они проверяют, все приняли, зарегистрировали дом, только после этого расчет, вот эскроу счет раскрывается. И получает застройщик только после этого получает только после деньги? этого деньги получает. Ничего себе. Именно вот первоначальный взнос, который вносили, эти деньги тоже уходят, вот то, что я говорил, 1 200 000 и 2 400 000, если 9 миллионов, они тоже уходят на эскроу счет. Дизайн именно место расположения, допустим, мебели и так далее. Вот инженерная система, именно все закладывается именно в проекте, заранее все. Вот. Сколько розеток, сколько выключателей, сколько ламп и так далее. Но здесь именно на инженерку все зависит, допустим, сколько человек будет проживать. Это объем септика, объем емкости для воды, именно киловатт котла газового. Вот. От этого именно зависит стоимость услуг. Но все равно вот сохраняется тенденция у людей в пользу именно частных домов. Потому что все-таки свой двор есть свой двор, свой дом есть свой дом. И сейчас жилищно-коммунальные услуги, пусть они не дешевле, чем в многоквартирном доме, но все равно это дает массу преимуществ. Потому что и спокойное отсутствие тех же соседей, там, допустим, наличие собственной детской площадки, собственной парковки, гаража и так далее. Да? То есть там можно найти место и для хобби, и для всей семьи, для близких и друзей, как говорится. Поэтому, мне кажется, тенденция на строительство частных домов, она будет расти, и благодаря вам эта сфера развивается, потому что вот вы предложили несколько вариантов. Это и брусовый дом, это и каркасник, да, это каменный и так далее. Тогда здесь вообще вариантов может множество. Все зависит от желания клиента. Да. Вот. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли ко мне на интервью. Я очень вам благодарна. До новых встреч. Спасибо вам. Благодарю. Дорогие зрители, давайте зафиксируем главные денежные выводы этого разговора. Первый. Стройка – это не эмоция, это документ. Без проекта в Якутии стройка превращается в лотерею. Экономия 100-200 тысяч на чертежах сегодня обернется миллионом на переделках фундамента завтра. Особенно там, где нужно учесть ландшафт участков. Об этом вы слышали из слов нашего эксперта. Второй. Это кредитное плечо в 2026 году. Оно тяжелое. Да, действует дальневосточная ипотека и региональные программы, но ставки все еще кусаются. И наш совет – не берите кредит на начальной стадии строительства. Возьмите только на финишную отделку или на то, что нельзя отложить. Лучше строить на 10% медленнее, чем переплачивать за материал в 30% в течение нескольких лет. И третий совет. Ошибки застройщика – это про авось. Помните о 3 главных ошибках. Нанять бригаду соседа по гаражу, залить фундамент зимой в оттепель и купить материалы впрок без проекта. Не делайте так. Каждый рубль, брошенный в землю без контроля, может там и остаться. И 4-й совет. Проверка хода стройки – это бесплатно. Вы не обязаны быть прорабом, но обязаны требовать фото каждого слоя утеплителя, акты скрытых работ и чеки на материалы, которые были приобретены за ваши деньги. И если подрядчик говорит «и так сойдет», гоните его в шею. Это ваши деньги, и требовать отчет вы имеете полное право. Главный же совет по финансовой грамотности на сегодня звучит так. Частный дом в Якутии – это не только уют и собственный участок. Это треть вашего семейного бюджета на годы вперед. Прежде чем взять в руки лопату, возьмите в руки калькулятор и календарь. Посчитайте не только стоимость куба бревен, досок или бетона, но и стоимость вашего времени, нервов и процентов по кредиту. Умные деньги не любят спешки. Строите ли вы дом или вы просто строите планы, помните, лучше 7 раз проверить смету, чем 1 раз замерзнуть в некачественно построенном доме. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.